Здравствуйте! В эфире Канашской студии телевидения «Вести недели». В студии Олеся Григорьева. 1 сентября за школьные парты сели 6400 детей, из них 711 первоклассников. Новый учебный год начался в 10 школах. Традиционно в этот день в образовательных учреждениях города Канаша прошли торжественные мероприятия. После первого этапа капитального ремонта открыла свои двери 6-я школа. Об этом Ирина Константинова. 1 сентября – это праздник не только педагогов и учеников, это наш общий праздник. Именно школьное поколение открывает для себя мир знаний, готовится к самостоятельной жизни, учится принимать решения, формирует свое мировоззрение и гражданскую позицию. В текущем году в 6-й школе будут обучаться 1027 учеников. Для удобства и комфортного пребывания в учебном заведении проводится капитальный ремонт. Первый этап уже позади. Заменены системы отопления, вентиляции, выполнены электромонтажные работы, заменены окна, система водопровода и канализация. Но впереди еще второй этап ремонтных работ. 107 первоклассников, 10 класс, в котором ученики будут учиться по 3 профилям: инженерный, химико-биологический, социально-экономический. Вы все знаете, что этим летом у нас проходил первый этап капитального ремонта. Не буду скрывать, было очень трудно. Но мы должны сказать большое спасибо главе администрации города Виталию Николаевичу. Под неусыпным контролем, требовательным взором проходил этот ремонт. Низкий поклон и большая благодарность педагогам школы. Четыре первых класса. Именно столько их в этой школе. Юные школьники волнуются, переживают, но все же готовы набирать багаж знаний. Не меньше волнений испытывают и их родители. Сегодня я обращаюсь к виновникам нашего торжества, нашим ученикам, начиная от 1 класса по 11. У меня большое пожелание старшим не обижать младших, передавать свой опыт жизненный. Кто-то из вас в будущем будет директором школы, возможно, главой администрации, может быть, республику возглавит. Все зависит от вас. Поэтому стремитесь, тянитесь к знаниям, обращаясь к родителям. И я вот сегодня хотел бы тоже пожелать вам всего самого наилучшего, хорошего. Руководство города, республики и нашей страны делает все, чтобы наши школы были краше, лучше. В краткосрочной перспективе я обращаюсь к родителям, докладываю, что будет 6 школ города отремонтировано, где-то даже в некоторых школах будет реконструкция. Вы все прекрасно видите и замечаете те положительные моменты, которые сегодня происходят в городе. Это все благодаря поддержке главы республики. Яркий и веселый День знаний ежегодно становится запоминающимся. Первоклассники дарят свои первые выступления. У меня в портфеле книжки, у меня в руках букет. Все знакомые мальчишки удивленно смотрят вслед. Здравствуй, школа! Школа, здравствуй! Наконец мы подросли. Уверяем, не напрасно вам учиться мы пришли. Будем мы усидчивы, прилежны и старательны. И пойдет у нас учеба просто замечательно. Выпускники дают наставления первоклассникам стать достойной сменой. Яркий флешмоб в исполнении семиклассников и выпускного класса никого не оставил равнодушным. Далее глава администрации посетил Канашский строительный техникум. Директор техникума Альбина Яковлева провела экскурсию по учебным классам и мастерским. Виталий Михайлов также побывал в школе номер 3. Учебные заведения города Канаша ежегодно стараются привносить в учебный процесс новые стандарты обучения. В 3-й школе в текущем году открывается медицинский класс для тех, кто мечтает стать врачом, сообщает директор школы Марат Шадаев. В этот день слова благодарности и признательности выражает всем учителям за преданность своей профессии, за желание открывать детям новый мир знаний и воспитывать их на достойных примерах. Ирина Константинова, Елена Блацева. Вести недели. Канашский транспортно-энергетический техникум принял более 300 новых студентов. Динамично развивающееся учебное заведение ежегодно выпускает более 100 востребованных на рынке труда специалистов. Праздничная линейка прошла в 2 корпусах. Подробнее в сюжете.
Более 26 тысяч студентов в текущем учебном году сели за парты учебных заведений Чувашии. Из них 7 тысяч студенты-первокурсники. В их число вошли и студенты Канашского транспортно-энергетического техникума города Канаша. Дружной плеядой новобранцев они торжественно выстроились на линейку, посвященную Дню знаний. Первый учебный день, новые друзья, новые преподаватели. Небольшое волнение читается в глазах студентов. И этот трепет перекрывает огромная гордость за сделанный правильный выбор в жизни. Если ребята, пришедшие сразу после школы, еще не совсем понимают этот факт, то молодые люди, уже имеющие за плечами иные профессии, чем в Кантете, сделали свой вывод, что будущее за техническими специальностями. Конечно, хочется набраться побольше опыта. Пошел сюда, у меня все друзья здесь отучились. Хочу тоже быть таким же, как они пошли. Я на электромонтера пошел, тоже хочу быть по им стопам пойти. Я приехала обучаться по профессии оператор товарный. И привлекла меня эта профессия тем, что там учатся девушки. И работа доступная, хорошо оплачиваемая. Кульминационный момент, звучат фанфары, и праздник объявляется открытым. В Канашском транспортно-энергетическом техникуме открывает перед вами, как говорил один известный классик, врата великих возможностей. Вы сможете получить не только свою основную специальность, но и дополнительные компетенции, которые вам пригодятся в вашей трудовой деятельности для того, чтобы вы могли строить свою карьеру, развивать ее, быть полезным для своей семьи, для общества, для государства. Наши педагоги год от года повышают свою квалификацию, и наша задача с вами, уважаемые коллеги, быть не только профессиональными в плане педагогического мастерства, но и быть в тренде всех новинок в технической отрасли. Надежным корпоративным партнером и соратником Кантета уже много лет является система «Транснефть». И это сотрудничество приносит реальные результаты. Мы приступили к ремонту этого здания, помогали техникой всем. Я думаю, это разовая акция. Спустя много лет, видя вас в таком количестве молодых, целеустремленных, я очень рад, что это оказалось не разовой акцией, что это оказалось не только предприятие, которое готовит специалистов для Транснефти, а в целом работают на республику. Стоит отметить, что специалисты техникума востребованы на всех географических точках России. Также широка и география регионов, представители которых обучаются в Кантете. Это 29 субъектов. Сам я с Дальнего Востока. У меня есть уже высшее образование. Я по образованию учитель физической культуры и ЛБЖ. Поэтому цель приехать сюда посмотреть, как работают коллеги, уже в другом городе. И посмотреть опыт, также себе набраться. Ну и поменять профиль. По большей части сыграло то, что обеспеченность, то есть уверен в завтрашнем дне, можно так сказать. Символизируя дружбу и солидарность студентов, красочным стал и парад регионов. Встречаем Амурскую область, Архангельскую область, Брянскую область, Иркутскую область. Встречаем Кировскую область, Московскую область. В системе образования Чувашии техникум также занимает свое почетное место. Успехи учебного заведения отмечены далеко за пределами республики. Разрешите мне от имени правительства Чувашской республики, Министерства образования и молодежной политики от всей души вас поздравить с Днем знаний. Для вас сегодня открывается новый учебный год. Мне хотелось бы сказать, уважаемые первокурсники, что вы сделали достойный выбор, поступив в одно из самых ведущих, успешных учреждений среднего профессионального образования не только Чувашской республики, но и Российской Федерации. Сейчас правительство Российской Федерации, президент, глава Чувашской республики уделяют большое внимание развитию именно системы среднего профессионального образования. Вот буквально за 3 года 4,5 миллиарда рублей было инвестировано в систему среднего профессионального образования Чувашской республики. В этом году более 7 тысяч первокурсников открывают двери наших учреждений среднего профессионального образования. Общаясь со студентами, поневоле интересуешься, чем же аргументирован выбор учебного заведения. И в каждом ответе определяющими факторами становятся престиж, глубокие знания и уверенный заработок. Значит, молодые люди понимают, что посещать занятия только лишь ради диплома, не их формат. В Канашском транспортно-энергетическом техникуме жизнь протекает на отлично. Тут постоянно есть чем развлечься. Тренажерный зал. В библиотеке часто проводятся разные мероприятия. В дни рождения поэтов и писателей нас часто сюда зовут и разговариваем о их творчестве.
Также проводятся различные спортивные мероприятия. Сегодня вы учитесь в одном из лучших учебных заведений. У вас сегодня глаза горят, перед вами открыты все дороги. Дерзайте, здоровья вам, счастья, благополучия, больше креативных идей. Базу вот для вас создали, включая как учебную, так и быт создан, и спортивные мероприятия хорошие проводятся. И все-таки я вижу, что с приходом компании «Транснефть-Прикамье» у техникума началась вторая жизнь. Тепло встречать первокурсников – одно из незыблемых правил КанТЭТа. Студенты-второкурсники, зная не понаслышке жизнь техникума в неизмененном творческом русле, рассказали о ней. Электромонтера профессию выбрала я, и на то у меня есть мотив. Ведь юристов очень много. Как же им страну поднять? А в электрике все строго. Нужно это осознать. Я линейный трубопроводчик и профессией этой горжусь. Мы чиним стальные жилы, в трубе течет нефть России. Мы достойные дети земли, мы нефтяники, мы нужны. Все в порядке, если слесарь знает дело как профессор. Где трубу гниют и нужен ремонт, слесарь знает все наперед. Без ремонта нет работы, и вообще сгниет труба. И в любую непогоду, где ремонт там слесаря. Волну встречают груди корабли, гудят мосты под ветрами натружено, уходят в космос спутники Земли. И всюду сварщик есть свой труд заслуженно. Гордишься ты профессией своей, и есть и надо, не читая с отдыхом. Творишь ты мир и счастье для людей, горячим сердцем сварки жарким сполохом. Я выбрал профессию автомеханик и принял решение такое не зря. Я буду водителем, сварщиком, слесарем, и станет реальностью с детства мечта. Я буду машины легко ремонтировать, мой преподаватель научит меня. Я правила выучу, устройство освою. Профессия наша нужна и важна. Много всяких на свете профессий. Сварщик, слесарь, механик, юрист. Только нравится мне, ну хоть тресни. Экскаваторщик бульдозерист. А машина считается важной. При строительстве как ни крутить. Ведь копать котлован нужны силы. Экскаватор один может рыть. В системе «Транснефть» ребята получают глубокие знания, овладевают самыми востребованными специальностями. И между тем, здесь же им стараются привить жилку, дающую возможность занимать активную жизненную позицию, то есть быть активным гражданином страны. Канашский транспортно-энергетический техникум принимает на учебу ребят после 9-11 классов. В 2 корпусах в общей сложности обучается более 700 студентов. Из них 325 – первокурсники. Говоря о техникуме, бесспорно обращаешь внимание и на педагогический состав. Звездная плеяда мастеров, воспитателей ежегодно становятся призерами престижных конкурсов и удостаивается знаков почета самого разного уровня. Не стал исключением и сегодняшний День знаний. Я сегодня очень рада от имени всех ветеранов нашего техникума поздравить вас с началом нового учебного года. Наше училище, бывшее училище, наше учебное заведение, техникум, одно из самых старейших учебных заведений в республике. Традиций очень много. Всегда здесь были хорошие студенты, хорошие педагоги, и традиции эти продолжаются. И я желаю вам всем продолжить эти традиции, жить весело, учиться хорошо, участвовать во всех мероприятиях, трудиться, читать побольше. И самое главное, этот наш техникум, он своеобразный. Тут как бы центр самых хороших ребят разных национальностей, из разных мест, из разных концов нашей России. Дружите! Впереди у студентов Канашского транспортно-энергетического техникума насыщенная учебная программа, знакомство с новыми друзьями. Загадав свои желания, ребята выпустили более 200 шаров, символизируя начало новой студенческой жизни. Слава России! Слава нашей великой стране! Слава техникуму! Слава КанТЭТ!
Мусульманские традиции с пользой для здоровья. Качественные продукты и домашняя выпечка пришлись по вкусу всем гостям нового магазина-кафе «Халяль». Сюжет о том, как правильно выбрать мясо и другие продовольственные товары. С божественной молитвой на устах так происходит приготовление продуктов «Халяль», уверяют продавцы. В этом магазине можно приобрести все необходимое на вашей кухне, начиная от домашней выпечки до свежего мяса и натуральных колбас. Открытие кафе и магазина посвящается нашему празднику Курбану. Ждем вас всех, приглашаем. Покупателей здесь приветливо зовут гостями, и от этого отношение к ним особое, ведь по татарской традиции гостям предлагается самое лучшее. Горожане особо полюбили выпечку. Многослойные пироги из сухофруктов, сметанники не залеживаются на прилавках. Здесь можно не только приобрести продукты, но и отведать вкусно приготовленные блюда. По строгим мусульманским традициям в этом же здании открывается кафе, где пища будет готовиться по стандартам «Халяль». Здесь представлен широкий выбор халяльной продукции, есть одежда для мусульман, ежедневно обновляется колбасная продукция, пироги, а также мясо, которое зарезано по стандарту халяль. Особо покупателей, конечно же, радует то, что и в 21 веке традиции полезной и вкусной еды сохранились. А чтобы самим в этом убедиться, нужно непременно посетить кафе-магазин «Халяль». На этом наш выпуск завершен. Удачной вам недели. До свидания. Купить то, что хочется – большая роскошь для тех, чей семейный бюджет это не позволяет. Им в помощь гипермаркет «Светофор», ценовая политика которого направлена на поддержку покупателя. Ассортимент товаров разнообразный – от мясных продуктов и сладостей до всяческой бытовой химии и полезных вещей. Гипермаркет «Светофор» напрямую сотрудничает с производителями, поэтому у нас всегда свежая продукция по доступным ценам, всегда акция. Приходите за умными покупками, экономьте вместе с нами. Будем рады вас видеть. Покупателям нравится обслуживание и ассортимент. Вежливые сотрудники гипермаркета «Светофор» всегда готовы помочь в выборе нужного товара. Для современного мира оно, конечно, удобное, потому что разные товары очень много здесь. Каждый покупатель желает все, что иметь. И, во-первых, дешевые цены. Например, я покупала для сушки волос за 500 рублей. Точно такую же у вас, совсем она дешевая. В этот гипермаркет мы ходим очень часто, так как тут низкие цены, качество хорошее. Часто бывают акции и свежие продукты. Самый важный аспект гипермаркета «Светофор» – это, конечно же, акции. Реальная возможность приобрести товары по приятным ценам. 7, 8, 9 сентября сахар можно будет приобрести по акции всего за 9 рублей 90 копеек за килограмм. А 14, 15 и 16 сентября пройдет акция на детские товары. Так, подгузники малышам можно будет купить за 499 рублей 90 копеек, а кашу «Фрутоняня» всего за 39,90. Гипермаркет «Светофор». Реальная экономия времени и денег.